один из дворов Эжвы. С утра обитателей многоквартирных домов будет шум дорожной техники. Но людей ситуация не раздражает. Наоборот, они с удовольствием наблюдают за преображением территории. Подрядчик уже поменял бордюрные камни, снял старый слой асфальта и начинает класть новый. Особенно вот эта часть, очень была сильно разбитая дорога. Вообще весь двор был такой. Я не знаю, сколько лет, наверное, 15 или больше не ремонтировали. В партийную программу формирования комфортной городской среды попало 22 двора. В 15 из них работа в самом разгаре. По остальным ведутся аукционы. Каждым выполняется ремонт по минимальному перечню. Асфальтирование, замена бордюрных камней и уличных светильников на светодиоидные. Жильцы еще одного двора проголосовали за обустройство детской площадки. Кроме всего прочего, в этой же программе у нас 6 территорий общественных, которые тоже попали под асфальтирование. Это действительно те территории, где больше всего трафиков пешеходов и которые наиболее посещаемые. Да, это условно пешеходная зона по улице Славы. Значит, сюда же попал у нас бульвар, который мы, собственно, давно уже ежевинцы мечтали построить от, так сказать, памятного знака, так называемые сапоги. То есть это тоже будет, собственно, этим летом в этот ремонтный период проводиться. Во всех 5 городах республики, которые участвуют в проекте «Единой России», работы идут по графику. Воркута даже опережает. Оно и понятно. Короткое лето заполярный муниципалитет подгоняет. Но координаторы отмечают, главное не скорость, а качество. Во время таких инспекций в качестве судей выступают в первую очередь сами жильцы. Соответственно, мы общаемся с гражданами, с ответственными из домов, потому что у них обычно есть какие-то претензии к подрядчикам, либо они просят где-то немножко перенести тротуар, где-то, наоборот, положить больше бордюров, чтобы были заезды. Мы ведь не можем все предусмотреть, поэтому общаемся с жителями, чтобы им было максимально комфортабельно. Все работы по срокам должны закончиться к октябрю. И если средства будут освоены, то в следующем году регион получит новую субсидию на ремонт других дворов. Кроме того, Минстрою России партийцы предложили расширить возможности программы, внести проектирование и обустройство ливневок, а также не менее затратный спил деревьев. Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган, Эжвинский район.